Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Команда отделения карате «Спортшкола» завоевала 4 призовых места международного турнира. В Гагаузии пройдет второй региональный фестиваль народных танцев. СМИ получат субсидии от государства. Команда отделения карате Камрадской муниципальной спортивной школы показала отличный результат по итогам участия в международном турнире по киокушинкай-карате, который состоялся в городе Бухаресте, Румыния. Как сообщили официальному сайту Камрата, команда наших спортсменов состояла из 7 человек. Ребята основательно подготовились к соревнованиям и показали высокий результат – 4 призовых места. В международном турнире киокушинкай-карате на Кубок город Бухарест приняли участие более 500 бойцов из 14 стран – Израиль, Испания, Италия, Украина, Казахстан, Словакия, Молдова и другие. В Гагаузии пройдет второй региональный фестиваль народных танцев Оюн-Вакыды. Мероприятие пройдет в Доме культуры села Кангас 21 октября. Приглашаем вас на фестиваль народных танцев. Окунитесь в атмосферу музыки, пластики, красок, в среду неутомимого народного творчества, сообщается на официальном сайте села. «33 из 40 новых наименований учебников, запланированных к изданию в 2023 году, уже поступили в школы. Об этом сообщает Министерство образования и исследований. Остальные наименования находятся в процессе печати или готовятся к печати и будут отправлены в общеобразовательные учреждения в кратчайшие сроки. В частности, учащиеся с 7 классов занимаются в текущем учебном году по новым учебникам географии и математики, а учащиеся 9 класса по новым учебникам химии, английского и французского языков. Медийные учреждения в стране будут получать субсидии от государства. В Молдове будет создан фонд субсидирования в сфере СМИ, сообщает Молдпресс. Доклад по этому законопроекту был одобрен сегодня на заседании парламентской комиссии по культуре, образованию и исследованиям, молодежи, спорту и средствам массовой информации. Законодательная инициатива принадлежит группе депутатов фракции «Партия действия и солидарности». Размер финансовых средств фонда будет утверждаться ежегодно, а распределение будет установлено в законе о государственном бюджете. Это будет эквивалентом 25% бюджета национального поставщика услуг СМИ на этот год. При этом фонд может пополняться за счет пожертвований, спонсорской помощи, грантов или других финансовых источников, не запрещенных законом. Медийные учреждения, которые получат субсидии от государства, будут выбраны через конкурс, организованный Министерством культуры. При этом субсидии не смогут получать государственные поставщики аудиовизуальных медиауслуг, учреждения, финансируемые из государственного бюджета, ведомственные средства массовой информации, учреждения рекламных СМИ и учреждения политическими партиями. Рубрика «Выборы-2023». 110 кандидатов в примары и более 1200 кандидатов в местные и муниципальные советники баллотируются на всеобщих местных выборах в Гагаузии. На встрече с главой миссии ОБСЕ по мониторингу выборов госпожой Карин Ионткер говорили о важности проведения прозрачной и честной предвыборной кампании в автономии Республики Молдова. Мы создаем в Гагаузии равные условия для ведения агитации. Все электоральные конкуренты могут проводить встречи в социальных учреждениях и органах власти в установленном порядке, отметила Башкан Гагаузии. Приют для временного содержания домашних животных, так правильно называется, находится на окраине Камрата в сторону села Чок-Майдан. Площадь его, общая площадь составляет около половины гектара, полгектара, и тут планируется создать несколько рядов вольеров в основном все-таки для бродячих собак. Для бродячих собак, которые, как вы знаете, очень представляют большую проблему для города. Планируется отлавливать этих собак, стерилизовать и потом отпускать в среду, обратно, будем так говорить, в
город, потому что тут будут содержаться только агрессивные животные, которые могут причинить какие-то неудобства или даже покусать кого-то. Ну, здесь подведены, конечно, есть электричество, есть водопровод, вода, обстроен септик для приема канализационных стоков, отходов, подготовлено помещение подсобное, где будет находиться лаборатория, где будет врач проводить работы по стерилизации животных, и будет храниться корм. Вот, сделано несколько вольеров уже, но планируется еще несколько рядов обустроить. В целом планируется около 100-150 собак единоразового содержания. Отдельный специалист, будет ветеринар, с которым заключен договор по стерилизации. Будет все согласно требований, которые существуют для такого рода питомников. Да. Мы влюбляемся грез, что ты предаешь. Скажу без вашего слушай, здравые люди. Пока живем, спешим, что понимаешь, спешим, правда, нас не судит. Любовь жизни, открытая книга, не закрывай глаза, а просто Это были все новости на канале АТВ. Оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наши социальные сети. До скорых встреч!